Я приветствую всю армию поклонников телеканала ЮТВ. В эфире Ольга Семенова, и мы начинаем второй выпуск телепроекта «Новая я». Я с удовольствием познакомлю вас с нашими экспертами и с нашей новой замечательной героиней. Вероника, привет! Здравствуйте, студия. Здравствуйте, друзья. Сейчас я познакомлю тебя с самыми прекрасными девушками, которые находятся в нашей студии. Это эксперты, которые будут работать с тобой на протяжении целого месяца. Официальный визажист проекта Татьяна, стилист Елена, психолог Светлана. У нас есть даже астролог в этом выпуске Татьяна, наш незаменимый косметолог с золотыми ручками Екатерина. И наш новый партнер – руководитель сети студии красоты Мария Ким. Всем привет, девчонки! Привет! Всем привет! Вероника, ну расскажи, пожалуйста, о себе. Сколько тебе лет, чем ты занимаешься, сколько у тебя детей, замужем ты? Зовут меня Вероника, я замужем, мне 40 лет в этом году. Перешагнула, можно сказать, 40-летний рубеж. Замужем. Мы живем с мужем 21 год уже вместе. 5 детей, у меня 5 сыновей. Я думаю, что это заслужит аплодисментов. 40 лет – это достаточно небольшой возраст, все только начинается в твоей жизни, и ты уже мама 5 сыновей. Сколько лет твоему старшему сыну и сколько младшему? Расскажи о детях. Старшему у меня 21 год, сейчас он находится в армии. Полгода прошел Украину. Потом у меня близнецы, сейчас 15 лет будет. Тоже мои все помощники, можно так сказать. Старшая Надежда моя, вторые дети-близнецы помощники тоже, Надежда тоже моя. Потом у меня 4 годика будет в декабре. И 1 годик исполнился недавно. Замечательно, да, вообще ты на самом деле настоящая героиня этой передачи. Но расскажи, как тебе живется среди мужчин? Вот вокруг тебя одни мужчины. Я ощущаю себя как королевой? Королевой. А тогда для чего тебе нужен этот проект? Этот проект мне нужен, как сказать, я засиделась, наверное, в декрете сейчас подряд, 4 года, сейчас вот младшему годик, друг за другом и хочется немножко в новом качестве себя увидеть. Почувствовать себя королевой, не только мамой. И, может быть, даже, чтобы мой мужчина, муж, супруг посмотрел на меня новым взглядом. Да, свежие чувства. Да, свежие чувства, чтобы какая-то изюминка произошла в семье. Светлана, что нужно, чтобы спустя 21 год семейной жизни отношения между мужем и женой вспыхнули новыми красками? Я сначала хочу уточнить, больше интересует обновление в социальной сфере? Вы собираетесь куда-то в социум продвигать себя или исключительно только в личных отношениях? Хочется и в профессии себя немножко уже после декрета, и для семьи тоже в новом качестве себя представить. Потому что для продвижения в социуме вам потребуются одни качества, а для того, чтобы освежить отношения со своей половинкой, другие качества. И то, и другое вполне можно вам преподнести. И я думаю, что из того, что вы перечислили, вы точно женщина-победительница, и я думаю, что вы точно справитесь. Спасибо. Будем надеяться, стремиться. Давайте послушаем нашего астролога Татьяну. В первую очередь хочется отметить вашу лучезарную улыбку. Число 14, в сумме 5. Вы должны улыбаться, и улыбка – это проходной ваш балл, да? Открываются перед вами все двери. Я немножечко приоткрою секрет, провела такой легенький анализ, и что хочу сказать, что вы та женщина, которая должна балансировать между семьей и карьерой, потому что по солнышку вы телец, а телец у нас золотой телец. Женщина должна быть независимой, но и реализация в семье тоже должна быть. Но мне, знаете, какой еще вопрос? Все-таки подсмотрела, что у вашего мужа Венера в весах. Он эстет.
И мне кажется, что один из пунктиков, на который стоит обратить внимание, это всегда выглядеть изящно, красиво, эстетично. Вы согласитесь, как муж ваш видит красоту, обращает внимание? Есть такое. Есть такое, да? Как вы накрываете, наверное, салфеточки на стол, да, чашечка, салфеточка, ложечка, вилочка, да? Вот этот момент очень важен. Обратите внимание на него. Екатерина, что сделаем? Что вы конкретно сделаете с Вероникой, с ее лицом, с ее кожей? Я считаю, что она очень хорошо выглядит, но нет предела совершенству, правда ведь? Конечно, я согласна. Вы очень хорошо выглядите, Вероника. И то, что вы мама 5 детей, это просто замечательно, это вас молодит. И в глазах у вас огонь. А я всегда говорю, что красота, она изнутри исходит, а то, что мы, косметологи, можем сделать, это только подкорректировать какие-то незначительные несовершенства кожи, чтобы, глядя на себя в зеркало, женщина могла себя чувствовать более уверенной еще даже. В вас я вижу эту уверенность, и она есть, это чувствуется. А придя ко мне, я вам посоветую моменты ухода домашнего за лицом, за кожей лица, потому что в 40 лет это очень важно. И салонные процедуры, то есть косметологические процедуры, которых в вашем случае совсем нужно немного, абсолютно, то есть пластика нам тут вообще пока еще не нужна, а процедуры, которые направлены на профилактику сохранения молодости, скорректировать морщинки, чуть-чуть подтянуть овал лица, именно стимулируя собственные ресурсы организма, то есть собственные ресурсы клеток кожи. И это можно сделать, конечно, легко. В 40 лет прекрасно реагирует кожа, поэтому самое время заняться собой. Выйти из декрета и регулярно посещать косметолога. Я все вам расскажу, поделюсь секретиками, и я думаю, мы подружимся. Спасибо. Наша героиня Вероника работает, она проводит праздничные мероприятия разного характера. Мария, что можем сделать мы с вами вместе для того, чтобы Вероника очень быстро могла собраться и выглядеть всегда безупречно? У нас уже было время познакомиться, мы уже с ней встречались один раз, начали подготовку, чтобы у нас была возможность сделать красивый, аккуратный, перманентный макияж, удалили старые бровки. А в дальнейшем я уже помогу ей подчеркнуть естественную красоту. Мы решили сделать акцент небольшой на губках, так как они немножко бледненькие. Подчеркнем глазки, брови, все будет очень естественно, но поможет выглядеть красиво каждый день и быстро собираться на мероприятия. Это очень важно. Да, это очень важно. Экономить время, да, на макияж. Большое. Давайте послушаем нашего стилиста Елену. Она тоже работает у нас по дате рождения, что интересно и очень ново. Здравствуйте, Вероника. Смотрите, хотела спросить, вообще, как часто обновляете гардероб, что любите в гардеробе, да? Потому что если следовать вашему запросу освежить отношения, то это определенные тоже фишечки нужно добавлять и в гардероб тоже. Вообще через одежду я всегда говорю, легче всего начать изменения, потому что наш мозг, он верит тому, что видит в первую очередь. То есть, да, через одежду очень просто. Вы поменяли оболочку, и вы она влияет и на ваше внутреннее состояние, и на ваше движение, на ваш тембр голоса. Вы можете это отследить, примерив на себя какие-то новые для вас, допустим, образы. Вот. И очень круто, конечно, что вы на этом проекте, потому что одежда, стиль – это всего лишь один из пазлов. И вот как круто, когда есть, да, вот это ощущение полное до и после. Я думаю, что мы с вами тоже придем к какому-то результату, общему знаменателю, да, мне нужна будет от вас какая-то информация, мы об этом поговорим, и желаю вам почувствовать себя обновленной, какой-то другой, это все время, это всегда лучше. А то, что тоже я работаю по новой методике, стиль по дате рождения, это немножко новое, это немножко, может быть, казаться нелогично, но вот соглашусь с нашим астрологом, да, то есть вам нужно
имея причем такую большую семью, одна из задач вашей души – это вообще построить традиционную семью именно, да, вот вы с этой задачей уже вот в школе жизни справились, и дальше вам нужно выходить в масштаб. Ну, то есть вот по моей системе я это вижу, вам нужно выходить в масштаб, вам нужно светить, у вас есть такие арканы, как звезда, солнце, то есть такие вот светящие, масштабные, то есть вам классно бывать в центре внимания, и, конечно, с помощью одежды можно добавлять себе уверенности. Обо всем детально мы с вами поговорим, и вот добрый путь. Спасибо. Татьяна, ну и после финального преображения узнает ли наша героиня себя в зеркале? Думаю, что не узнает. Думаю, будет приятно удивлена. Вообще наша героиня по цветотипу осень. Сама по себе осень, она должна быть яркая, сочная, эффектная. То есть, я думаю, мы подчеркнем ей глаза, то есть я подберу ей оттенки в макияже, которые будут ей подчеркивать ее, вот, вытянет цвет глаз ее, подчеркнет цвет кожи. То есть, я думаю, что мы ее сделаем более яркой, более эффектной и более привлекательной. Я думаю, что Вероника уже настроилась, и она готова стартануть к своей цели и к преображению, полностью повернуть себя, свою внешность и свою жизнь на 180 градусов. И я думаю, что с такой сильной командой это обязательно получится. Приветствую вас в студии красоты Марии Ким. Руководитель студии красоты Мария Ким. Опыт в перманентном макияже более 7 лет. Работает в собственной технике, создает лифтинг-эффект. Делает удаление и исправление неудачных работ. Более 10 тысяч довольных клиентов. У нас вы можете сделать перманентный макияж, сделать перекрытие неудачного перманента, удалить его, а также у нас есть аппаратная косметология. В рамках проекта «Новое я» нашей героине Веронике мы удалили некачественный перманентный макияж, и сейчас будем делать перманентный макияж губ, бровей и стрелочек. На глазках мы проработаем межресничный край, сделаем его насыщенным. Это создаст нам визуально густоту ресниц. На веках мы создадим визуально эффект теней, проработаем межресничную часть, межресничный край. Это создаст нам эффект густых ресниц.
Спустя 2 недели Вероника снова вернулась в студию красоты Марии Ким для того, чтобы ей сделали перманентный макияж бровей. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Екатерина Иванова, врач, челюстно-лицевой хирург, косметолог, директор и основатель сети клиник косметологии и стоматологии «Лика». Как ваши дела? Хорошо, но думаю, после вашего посещения будет еще лучше. Да, конечно, я буду стараться. Вы уже предварительно посещали мастера по перманентному макияжу, я так понимаю. 2 недельки у вас прошло, Да. и все заживо. Это замечательно. Почему я спрашиваю? Потому что косметологические процедуры должны разделяться во временном промежутке с процедурами перманентного макияжа, да, если мы о нем говорим. Вот. Что вы хотите в себе поправить, изменить, сделать лучше? Вот это самый первый и самый главный у меня вопрос. Наверное, в первую очередь освежить кожу хочется. Как чистку лица, что-нибудь такое. Так, и вот у меня как бы вот такой, видите, тут вот как морщинка или вот линия, вот она у меня с детства почему-то сопровождает. Вот, может быть, снизь что-нибудь, не знаю, может, губки чуть-чуть. А вы делали что-то раньше? Какие-то укольчики у косметолога? Нет. Что я вам могу предложить сегодня? В рамках одного посещения, то есть за одно посещение мы можем комбинировать несколько процедур. Это будет процедура, которая улучшает цвет лица, биорепарация, биоревитализация мы называем. Это введение в кожу гиалуроновой кислоты в составе с витаминами, с микроэлементами, которые улучшают качество кожи, стимулируют выработку коллагена, увлажняют и защищают ее и от внешних воздействий, и от старения, от эндогенных факторов старения. Вторая процедура, которую я вам рекомендую и рекомендую всем, это ботулинотерапия. Процедурка направлена на лечение, то есть разглаживание мимических морщин и профилактику их появления. Ну и еще одну процедурку, которую бы вам я тоже рекомендовала сделать, это контурная пластика губ. Вы достаточно обезболились. Как вы себя чувствуете, Вероник? Ощущение заморозки, да? На лице замерзло. Лицо замерзло, заморозилось. Это очень хорошо. Ощущение заморозки проходит довольно быстро, в течение получаса. Мы начнем с контурной пластики губ. Для этого мы используем филлер на основе гиалуроновой кислоты, чтобы добиться эффекта припухлости, увлажнения губ, омоложения и длительная ревитализация. Что нам нужно в зимний период? Чтобы губы не сохли, не шелушились, чтобы разгладились мелкие морщинки. Со всеми этими задачами справляется гиалуроновая кислота. Итак, с губками работу мы завершили. Получились они у нас вот такие аппетитные, красивые губки бантиком. Но сейчас присутствует на губах отек. При заживлении они станут процентов на 30 меньше в объеме. И все линии будут мягкие, без острых углов. Губки будут пухленькие и мягкие, абсолютно естественные. Следующим этапом мы приступаем к биоревитализации или биорепарации. Это микроинъекции
лекарственного препарата по всей поверхности кожи лица, что даст нам дополнительно увлажнение, сияние кожи, выравнивает цвет, упругость повышается, кожа как бы подтягивается и омолаживается. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. Остался третий этап нашей работы, запланированной на сегодня. Мы проведем ботулинотерапию, коррекцию мимических морщин с использованием препарата ботулотоксина. Как работает? Расслабляются мышцы, которые мимически активные. В данном случае мышцы, сводящие брови, образуют глубокую морщинку между бровями. Вот с ней и будем работать. Теперь мы поработаем с областью вокруг глаз, скорректируем так называемые гусиные лапки, которые появляются при улыбке. Все процедуры мы завершили, и окончательным этапом нанесем на кожу пилинг. За одно посещение мы сделали целый комплекс процедур, которые направлены на омоложение. Омоложение кожи лица, улучшение ее тонуса, рельефа, цвета, разглаживание мимических морщин. Как раз с той проблемкой, с которой пришла Вероника, мы справились. Это межбровные морщинки и цвет лица. Вероника, посмотрите на себя, на красивую. Не обращайте внимания на мелкие точки, какие-то следы от уколов. Все это время, на дня 3 все пройдет. Нет, я в первую очередь, конечно, на губы внимание обратила. Очень интересный эффект, необычный. Это сейчас не окончательный результат. Абсолютно не окончательный результат. Они еще в течение 2 недель будут меняться. 10 лет минус, такое ощущение. Хорошо. Посмотрим. Но сейчас, да, я говорю, в первую очередь обратила внимание на губы. Даже непривычно немножечко мне, но очень интересный такой эффект получился, да. Припухлости такой. Замечательно. Новое я. Рада. Такое ощущение, что новое я. Я очень рада, что вам нравится. Мы очень хорошо поработали сегодня с Вероникой, провели целый комплекс процедур. Я очень довольна этому и рада. Теперь процесс омоложения в коже запущен, и результат мы оценим спустя 2 недели. Следующий этап преображения Вероники пройдет в стоматологии L-Clinic, где ее уже ожидает стоматолог проекта Павел Лыщиков. Павел Лыщиков – врач-стоматолог, ортопед, хирург с 16-летним стажем, директор стоматологической клиники L-Clinic. Здравствуйте, Вероника, меня зовут Павел Анатольевич, я врач-стоматолог проекта «Новый я». Хотел у вас спросить основные ваши жалобы, чем могу я вам помочь? Я ведущий праздников, и поэтому моя улыбка – это визитная карточка. Для клиентов я хочу выглядеть соответственно, и чтобы у меня была красивая улыбка.
Сегодня Веронике мы провели первичную консультацию, в ходе которой были выяснены проблемы, с которыми нам предстоит бороться. Теперь предстоит сделать рентгеновское исследование, чтобы уточнить диагноз и составить дальнейший план лечения. Полное максимальное заживление, срок заживления вот этих воспалительных очагов 2,5-3 года. То есть раз в год нужно контрольный снимок делать. Первый результат мы можем увидеть по заживлению где-то, наверное, месяцев через 7, через 8, ну год. Первые полгода очаг еще может немножко увеличиваться в размере, потому что определенная группа клеток работает, иммунной системы, которые, если они активировались, то они работают и кость глиссирует, чуть-чуть очаг увеличивается. Потом они успокаиваются через полгода. Начинают уже клетки другие включаются в работу и начинается процесс заживления. Первый результат, еще раз повторюсь, 8 месяцев в год. То есть мы можем видеть, что чуть-чуть размер стал меньше. Вот у нас темный участок, это у нас отсутствие костной ткани. Очаг воспаления охватывает корень полукольцом. Это косвенный признак трещины. Скорее всего, процентов на 80 трещины там есть. Сегодня мы занимались перелечиванием корневых каналов под увеличением, под микроскопом. То есть мы извлекли старый пломбировочный материал, так как на КТ мы увидели, что в костной ткани есть очаг деструкции, вызванный присутствием микрофлоры в корневом канале. Пломбировочный материал в корневом канале несостоятельный, то есть он не обеспечивает герметизм. Соответственно, инфекции с корневого канала выходят. Клетки иммунной системы реагируют на нее и ограничивают остальной организм от инфекции образованием как раз очага деструкции, потому что очаг деструкции изнутри выслан специальной капсулой, проще говоря. Увидев очаг деструкции костной ткани, мы приняли решение извлечь старый пломбировочный материал с корневого канала. Это мы произвели под увеличением. Зачем нам это нужно? Зачем нам нужен микроскоп? Для того, чтобы четко увидеть все нюансы строения корневого канала. Пломбировочный материал, убрали ли мы полностью старый пломбировочный материал со стенок или нет. Позволяет также увидеть наличие дополнительных ответвлений от корневого канала. В общем, вот эти вот нюансы. И после извлечения пломбировочного материала с корневого канала мы по протоколу промыли корневой канал антисептиком, гипохлоритом, ввели гидроокись кальция и оставили на 2 недели. Зачем нам это нужно? Для полной дезинфекции корневого канала. Закрыли временной пломбой герметичной и отправили пациентку на 2 недели. Здравствуй, Вероника. Здравствуйте, Светлана. Очень рада тебя видеть. Ну, пришло время теперь тебе пообщаться с психологом в эфире. Светлана Козлова уже более 12 лет ведет для женщин индивидуальные консультации и семинары в женской школе в Дамке. Регрессолог и расстановщик, проводит глубокие погружения в прошлое с целью поиска выхода из проблем, а также женские диагностические и семейные расстановки. Скажи, с каким запросом ты пришла на этот проект «Новое Я»? Ну, вообще, мне хочется стать немного женственнее, потому что с детства я, наверное, больше отношу к себе категорию пацанки. Ну, чувствовала с детства больше на пацанку похожа. Так, а хочешь что? А хочу быть более такой уже с годами женственнее, чтобы раскрылась у меня женственность. Отлично. Запрос принят. Работаем. Итак, Вероника, мы с тобой предварительно встретились и проделали некоторый объем работы. Мы с тобой прояснили,
как у тебя выглядит твой внутренний список, когда ты пацанка, как это проявляется, и как выглядит то, какой ты хочешь стать женственной, целый список. Озвучь его, пожалуйста, комментируй. Да, Светлана мне сказала составить список, то есть что входит в пацанку, да, какие качества входят, и какие входят качества в роли женственности, то, что я хочу получить. Я сейчас зачитаю. Ну, в пацанку я, как говорится, думаю, что у меня качество – это то, что я ношу спортивный стиль, грубая, сильная, манера общения у меня, как свой парень, обычно мне говорят. Добиваться своего, не сдаваться по жизни. Работаю много, себя не жалею. Тоже, мне кажется, это относится больше к мужскому, да, либо, чем к женскому. Нагрузку основной семьи тоже беру на себя. Терпеливая, агрессор я, если меня довести. И все вопросы тоже решаю в семье, стараюсь решать я. А то, что я хочу раскрыть в себе, это быть более нежной, более женственной, это, наверное, платья все-таки носить, как-то вот, женственный образ создать, деликатно общаться, женственной быть, хрупкой, находить подход к людям с первого взгляда, потому что у людей создается, как говорится же, как увидишь, создается мнение. Уделить внимание себе больше, косметика, уход, я думаю, уже этим, как говорится, начала заниматься. Вот, наверное, пока только это. Итак, Вероника, список отличный, но вопрос. Какие есть минусы в том, что вот ты такая с качествами пацанки? Я занимаюсь, например, самоедством. Очень сама себя критикую. Анализирую, конечно, критика очень присутствует. Потом, наверное, мужа тоже, супруга, критикую. Хочу лучше, может, и его этим сделать, не знаю. На работе это как-то сказывается? На работе тоже. Хочу все в своих руках держать, контролирую все. И меня немного напрягает это, можно так сказать. Понятно. Качества, которые ты перечислила, в принципе, сложно назвать отрицательными. В них очень много силы. Поэтому логично я тебе задам второй вопрос. А какие плюсы есть от того, что у тебя есть вот эти качества? Эти качества у меня присутствуют, но они меня также, если честно, мотивируют. Я стараюсь их не повторять, если они, допустим, присутствуют, в дальнейшем, моменты, если бывают. Я правильно понимаю, что когда ты замечаешь недостатки, вот ты все контролируешь, ты замечаешь недостатки, ты не остаешься на том же месте. Ты совершаешь действия, чтобы перейти в новую, более хорошую ситуацию, в более новое, хорошее положение вещей. Да, вы правильно поняли. То есть, соответственно, у тебя, ты сейчас осознаешь, что эти качества для тебя как ресурс, ты правильно сказала, мотивация. Да, осознаю. То есть ты, в принципе, женщина ресурсная, женщина богатая этими качествами, и они тебе послужили какое-то количество лет. Вот сколько лет ты живешь с этими качествами? Не знаю, сколько я себя знаю. Со школы мне, наверное, точно такое началось, если честно. Стоит ли тебе отказываться от этих качеств? Как ты сама внутри чувствуешь? Я не хочу от них отказываться. Они меня устраивают, но тем не менее мне хочется и женственность тоже, чтобы женственность тоже присутствовала во мне. Отлично. Что делают в таких случаях настоящие женщины? Когда они выбирают вместо или шубка, или сапожки, или вот эти качества сильные, или вот эти качества женственные, как ты думаешь, какой лучше выбрать вариант? И то, и другое хочется. Да, абсолютно верно. Настоящая женщина так поступает. И это, и это. И смотри, здесь какой процесс происходит. Когда ты вместо того, чтобы просто из одной темы перейти в другую тему, да, из одной сферы, где у тебя все налажено, где у тебя эти инструменты работают, ты там победительница, перейти на поле, где у тебя еще мало наработок, сделай проще. Да, вот держи руки. Вот на одной руке, да, качество. Где будет у тебя качество пацанки, силы твоей? На какой руке? Пусть на этой. Отлично. А на этой руке тогда, получается, будут качества женственности. Получается, смотри, не получится вот так взять их перемешать. Никак, это не цветной пластилин. Но ты можешь сейчас своему подсознанию показать, оставляю себе и это, и это. Вот посмотри на каждую ладонь.
оставляя качество и это, и это. А теперь сблизь их вот рядышком и увидь, что у тебя их много. У тебя есть и это, и это. И ты можешь и этим пользоваться, и этим научиться пользоваться. И все это мое. И все это мое. Дорогая Вероника, я тебе предлагаю сделать упражнение. Для этого, смотри, есть разноцветные листы. Выбери здесь 3 листочка. Один из них будет твой мужчина, олицетворение. Можно, да? Один, да, пожалуйста, отлично, это будет твой мужчина. Один листочек там, где ты пацанка, и один листочек там, где ты новая. Наверное, зеленая была еще пацанка. Пацанка, так. А новая я, новая ты, Новая. женственная. Что-то меня в последнее время привлекает серебро. Отлично, это цвет луны. И сейчас твоя задача разложить их на полу, и я тебе скажу, как выполнить упражнение. Представь, что вот это поле взаимоотношений, и сейчас тебе предстоит разложить здесь эти листочки относительно друг друга, так как ты считаешь правильным. Напомню еще разок, синий – это… Синий – это мой супруг, зеленый – это пацанка, я пацанка, зеленый еще. И серебряный, наверное, новая я, моя женственность. Точно. Раскладывай, Вероника. Обрати внимание, что обе твои женские роли по отношению к своему мужчине находятся примерно на одинаковом расстоянии. То есть твое подсознание говорит, что для тебя действительно важно быть и такой, и такой. Вижу тебя в новом образе, он тебе удивительно идет, ты действительно очень женственно мне выглядишь. Спасибо. И я предлагаю тебе присесть. Положи ногу на ногу. Поставь обратно. А теперь сделай все то же самое, просто замедленно и вкусно. Еще раз. Ты делаешь это за счет тяги ног. Сделай это изящно, как бы невесомо. Отлично. И ты уже сидишь на одной ягодице, чувствуешь? Да. И это более сексуальная поза. Сама как ощущаешь себя? Как киска. Есть такое. Итак, Вероника, с телом у тебя уже что-то получается. И я предлагаю теперь для новой тебя еще одно упражнение с голосом. Когда ты новая, то и голос твой должен звучать чуть по-другому. Как обычно ты приветствуешь гостей? Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые гости. Отлично. А сейчас ту же самую фразу положи руку вот сюда на горло и произнеси детской высокой тонкой. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости. Ну, в каком-то месте у тебя сошел звук на привычный, но тем не менее получилось. Хорошо. А теперь положи руку сюда. Нет, пониже чуть-чуть. Вот смотри. Грудной голос сердечный, респектабельный, салонный, аристократический. Это все исходит отсюда. И теперь ту же самую фразу попробуй сказать, чтобы вот здесь резонанс был, прямо под рукой. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые гости. Мы провели с Вероникой, участницей проекта «Новая я», 2 встречи. И я была удивлена этой женщиной. У нее 5 детей, большая семья, большой дом, муж. Несмотря на то, что у нее нагруженная работа, она еще мечтает об очень больших высотах, которые хочет взять в своей жизни. Пусть у нее все сложится, и пусть она получит то, что она точно заслужила, стать необыкновенной и для своих партнеров, и для своих гостей, для своих праздников, а самое главное, для своего мужчины и своих 5 сыновей. Вероника, добрый день. Приветствую вас на передаче «Новая я». Добрый вечер, Татьяна. Татьяна Михеева, астролог, астропсихолог, член Евразийского астрологического сообщества,
представитель Авестийской школы астрологии Павла Глобы. Знаете, хотелось бы задать такой вопрос. Новое «я» – это преображение. Преображение души, тела, возможно, преображение в вашей профессиональной сфере. Что вы выбираете вы? В какой сфере вы бы хотели себя преобразить? Я бы хотела узнать, Татьяна, свое предназначение в жизни. Наверное, я к этому пришла уже, и мне очень интересно узнать. Вообще предназначение бывает кармическое и профессиональное. И прежде чем решать вопросы, связанные со своей профессией, конечно, нужно в первую очередь знать свое кармическое предназначение, свой урок, для чего вы пришли на эту землю, кем вы были в прошлой жизни. И мне бы, конечно, хотелось начать с того, чтобы вы знали в первую очередь, какая вы. Посмотреть на себя изнутри. В астрологии за ваше «я», за вашу эмоциональную сущность отвечают планеты, в частности Луна. И посмотрела вашу Луну. Луна ваша Водолея – это такая гуманная Луна, но и строптивая. Вероника, характер ваш непокорный. И мне даже было интересно, как вы готовы к переменам? Я готова. Хочется отметить вашу энергетику донора, потому что когда астролог начинает выбирать сферу профессиональную, он всегда смотрит, как же можно человека направить, исходя из его энергетического потенциала. Если честно, мне эта тема очень интересна. Была еще в классах где-то 6-7. Я заметила, что мне очень интересна тема психологии. Я говорю, если бы на тот момент, у меня было много литературы, было бы. Память. Я бы смотрю, компьютер. Память у меня, кстати, да, немножечко маловато есть такое. То, может быть, что-то с меня получилось бы. А улучшать память – это же как раз обучаться. И тем более ваша Луна, мы же расслабляемся по Луне, Луна в 3-м доме, это постоянное обучение, оно пошло бы вам на пользу. Ну так-то, если честно, я всю жизнь обучаюсь чему-то. Курсы, я себя ищу и никак не могу найти. И я очень рада, конечно, что пришла на эту передачу. И думаю, что все-таки, что вы мне поможете. Да, мы постараемся вам помочь. Что от меня зависит, все для этого сделаю. Вероника, мне хотелось бы, отметить, поскольку твоя Венера в Овне, и стоит большое внимание, женщина, она же такая, всегда обращает внимание на свою внешность. И Венера в Овне, она тебе именно указывает на то, чтобы ты сакцентировала внимание на своей внешности, которая, кстати, является твоей харизмой. Это внешность, это лицо, это зубы, это рельефное тело. И поэтому мне было приятно видеть, что идет преображение и внешних данных, да? То есть ты сознательно к этому как-то пришла, тоже тема внешности, потому что от твоей внешности зависит очень многое. Ты должна себя демонстрировать, ты должна себя показывать. Приходит такое сознание, что что-то я должна менять, над собой работать дальше и дальше. Наверное, может быть, Вселенная мне послала участвовать в этой передаче. Да. Ты знаешь, ты говоришь «Вселенная», мне хотелось бы, сделать акцент на том, как тебе высшие силы помогают и направляют в твоей жизни. Потому что ты знаешь, что у тебя карма бескорыстного и щедрого человека. И ты улучшишь свою карму, когда ты будешь помогать людям. И в выборе своей профессии я именно на это обратила внимание, именно на помогаторство, потому что финансовое положение ты легко можешь свое улучшить, да, потому что Селена в Тельце, это денежки, все в твоих руках. Но Селена, она переходит в 8-й дом, и, кстати, ты знаешь, 8-й дом, сейчас я тебе объясню, он везде у тебя фигурирует. Даже я могу сказать, что одна из твоих таких фишек – это преодолевать кризисы, уметь преодолевать кризисы. И вопрос, заметила ли ты, что в стрессовой ситуации у тебя везение? Да, был у нас период с мужем нехороший. Хотели мы расходиться. В тот момент я думала, как обеспечить детей, что я буду дальше жить. И наверное, занялась сферой праздников. Начала развиваться, учиться.
А я тебе знаешь, что хочу сказать? Брак у вас духовный, кармический. И очень важно, знаешь, не следить за сознанием супруга. Здесь очень важен такой момент, чтобы в чем максимально один превосходит, да, в чем максимально развитый, да, человек, в том другой максимально бездарен. И именно на этой разнице держится ваш брак. Поэтому легкая интрига и не следить за сознанием супруга, быть загадкой для своего любимого человека. Да. Какие отношения с мамой, с родителями? Чем больше ты будешь о них заботиться, тем лучше будет для твоей кармической отработки. С родителями у меня хорошие отношения. С детства я их очень ценила, уважала. Мама, папа, привет, я вас люблю. Вот, поэтому я их, боюсь обижать, даже в мыслях нет обижать. Ну, может быть, у нас папа немножечко обижается, но у меня никогда в мыслях не было, чтобы так кого-то что-то сильно обидеть. Родителей я очень ценю, люблю, уважаю, всегда на помощь приду к ним. И ты знаешь, поэтому, наверное, очень важно вот с публичности, да, немножечко перейти на тему дома. Да, солнышко в Тельце, оно обладает цикличной энергией. Ты же по солнышку, по дате рождения ведь Телец. А Телец – это независимость. Это мужчина, что женщины, Тельцы, они должны зарабатывать деньги. И вот эта вот независимость, но независимость, которая не должна стоять выше, чем семейные обязанности. Вы знаете, очень благодарна Оле Семеновой, что я имею возможность принимать участие в этой передаче, а все потому, что моя миссия участия в делах других людей. И вы знаете, сейчас я получила просто вот какие-то вот эмоции. Сейчас я вот разговаривала с главной героиней и кайфовала по-своему, потому что я видела ее искрящиеся глаза, я видела ее желание меняться, а это очень важно. Я видела женщину, которая, несмотря на то, что обременена бытом, она хочет и стремится быть лучше, она ищет сферы применения. И для меня, конечно, как астролога было главное, что ей важно, кто она, ее кармическое предназначение. И я думаю, что Вероника все-таки сделает фокус, главный фокус на семью, на помощь близким, и все-таки начнет стремиться или будет изучать, мы потом посмотрим, профессию, которая связана с помогаторством. Возможно, будет учиться на психолога, может быть, будет изучать эзотерику, астрологию, вот, или сферу рекламы. Об этом мы узнаем чуть позже. После беседы с Татьяной Михеевой я нахожусь под огромным впечатлением. Она открыла мне глаза на очевидные вещи, которые я интуитивно чувствовала. Зная свое кармическое предназначение, я буду более уверена в выборе профессии в своей жизни. Хорошая качественная одежда помогает чувствовать себя уверенно и улучшить результат любой деятельности. Наша героиня направляется в магазин женской одежды Талия Инстиль. Именно здесь пройдет следующий этап ее перезагрузки. Первый образ, который мы подобрали Веронике, это спортшик для прогулки с детьми, для похода в магазин или в кино. Образ состоит из кроссовок на сплошной платформе. Кроссовки кожаные, очень удобно в использовании, в ношении, тем, что подошва не скользкая и тепло, натуральный мех. Далее идет у нас брючки из эко-кожи, которые тоже удобны в носке тем, что их можно в любое время протереть, не стесняет движения. Джемпер из тонкой вязки Веронике будет тепло и комфортно в нем. И подобрали также аксессуар
сумочку кофейного цвета, в которую можно положить телефончик, помадку, зеркальце, чтобы выглядеть всегда великолепно. Второй образ для Вероники мы подобрали на деловую встречу. Так как наша Вероника теплый типаж, девушка-весна с рыжими огненными волосами, поэтому ей подходят приглушенные натуральные оттенки. Костюм в данном случае в приглушенном зеленом цвете – отличный вариант для выхода в свет. Вероника, тебе самой нравится? И третий образ для нашей Вероники, девушки лета, весны, вечерний образ, платье-комбинация. Обратите внимание, как вытягивается силуэт, когда девушка в платье. Платье – это всегда празднично, романтично и красиво. Давайте обратим еще внимание на спиночку. Какая у нас здесь красивая спина, открытая. Если вы стесняетесь и вам хочется прикрыть вашу спиночку в начале и плечи, то, пожалуйста, можете это сделать при помощи какого-нибудь болеро, либо рубашечки шелковой. Тоже будет классный вариант. Милые дамы, в магазинах Талия и Инстиль вы сможете подобрать образы на любые случаи жизни. Мы работаем только с качественной и фабричной одеждой. И самое главное, с широким размерным рядом, вплоть до 56 размера. Также у нас вы сможете получить консультацию стилистов, которые не только подберут вам стильные образы, но и дадут вам консультацию по вашему цветотипу внешности, по особенностям вашей фигуры. Мы ждем вас в наших магазинах, очень любим вас. Приходите за стильными и классными образами. Ухоженные руки и аккуратные ногти придают уверенность, заявляют о стабильности и благополучии, успешно скрывают возраст. Профессионально выполненный маникюр дает возможность выглядеть респектабельно и привлекательно. Именно поэтому наша героиня Вероника посетила студию Крем, ведь безупречный маникюр здесь гарантирован, а красивые руки – признак настоящей леди. Как сказала Коко Шанель,
Когда женщина меняет прическу, она готова изменить свою жизнь. Наша героиня отправляется в G-студио, где ее встречает стилист по волосам Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Очень приятно. Ваш стилист по волосам. Будем заниматься сменой образа вашего. Вы готовы? Готова. Измениться Готова. кардинально? Готова. Все, тогда я вас отворачиваю. Оксана Секретова, парикмахер, стилист, колорист студии красоты G-Studio. В сфере бьюти-индустрии 20 лет, обучение и опыт работы в городе Москва. Всегда следует новым тенденциям и совершенствует новые техники и навыки, помогает девушкам выглядеть еще красивее и счастливее. На финальный образ для Вероники мы будем подбирать макияж в персиковых оттенках. Они будут дублировать цвет наших волос, а для яркого акцента я буду использовать яркий спаркл золотого оттенка. Татьяна Васильева, профессиональный визажист, стилист по прическам, преподаватель курса «Визажист-профи», победитель в номинации «Визажист года» премии телеканала ЮТВ «Персона года 2019». Для того, чтобы сделать мягкую тушевку, нам нужен персиковый оттенок. Персиковый оттенок должен быть светлый, средний и темно-коричневый. Тогда мы сможем сделать мягкую тушевку. Для того, чтобы сделать красивую тушевку с градиентом, мы берем сначала светло-персиковый, наносим мягкими движениями по верхнему краю. Затем берем чистую кисточку и чистой кисточкой оттушевываем вовнутрь. Следующий цвет мы берем средне-персиковый, более насыщенный, плотный. Обязательно оставляйте на руке излишки. Под углом 40 градусов наносим оттенок второй. Чистим кисточку и делаем тушевку вовнутрь. Или же используем отдельно заготовленную чистую кисточку. И следующий цвет берем темно-коричневый. Также на руке оставляем излишки. И здесь уже под углом 40 градусов оттушевываем вниз. Здесь набивайте поплотнее, так как на складках века могут скатываться. Поэтому поплотнее набиваем цвет. Также берем средний персиковый оттенок и накладываем в переход, чтобы был у нас красивый мягкий градиент.
Вероника, я безумно рада тебя видеть. Я уже вижу, какая ты стала. В течение 1,5 месяцев над тобой работали самые настоящие эксперты и специалисты, профессионалы своего дела. Скажи, пожалуйста, какие ты эмоции испытала на этом проекте? Ну, для меня это было, как сказать, волшебно, все интересно, и давно хотелось над образом поработать. Я очень довольна осталась. Образом это просто волшебство, это небо и земля, я говорю, не сравнить. Но пока еще ты не видела себя в зеркале, свой финальный образ, макияж, прическа и в целом, как с тобой поработали стилисты. Вероника, я хотела бы сказать, что ты еще и постройнела за это время. Это как, вот на какой почве? Это стресс или все-таки работа над собой? Наверное, все-таки изменение полностью произошло. Изменение полностью как внешне, так и внутренне. Ну что, мне уже не терпится подвести тебя к зеркалу, думаю, ты тоже уже вся в ожидании. Пойдем? Ну, полюбуйся на тебя. Неужели это я? Неужели меня смогли такое сделать? Я даже в мечтах не мечтала, что я буду такой красоткой. Вероника, ну на самом деле результат просто налицо. Это больше, чем я ожидала. Ты помолодела как минимум лет на 15. Тебе не даже больше 25. Это вот честно-честно. И макияж, и прическа, я вижу слезы счастья. И образ роковой такой прям красивый, красный, такой насыщенный цвет. Лена Суркова угадала цвет волос. Все просто, настолько гармонично. Очень шикарный образ. И собрали и прическу, и образ подобрали. И я стала ярче. То есть я могу встать и просто пойти по делам. Даже могу не краситься. Очень мне подчеркнули все, и губки, и бровки, и глазки. И даже не представляла, что могу быть такой красивой. Спасибо большое. В соседнем зале нас заждались наши друзья, эксперты проекта, поэтому давай не будем заставлять их ждать. Им тоже не терпится тебя увидеть. И начнем уже праздновать наступающий 2023 год. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. Преображение Вероники состоялось. Девушку неземной красоты встречают восхищенные взгляды самых любимых мужчин, прекрасный букет от любимого супруга и теплые объятия сыновей. Что еще нужно для счастья?